Добрый день. Мне очень приятно с вами сегодня побеседовать, тем более, что мы с вами не встречались после очень важного, я так думаю, что в нашей истории события вы совсем недавно стали доктором богословия. Это на самом деле очень большое событие. Совершенно недавно, 26 июня, как мне помнится, был телевизионный эфир с участием отца Виссариона и целого ряда священников, которые придерживаются одного мнения. Вот. Я могу сказать, что долго, кстати говоря, и несколько лет назад тоже пыталась до образования еще священной митрополии тоже, посадить наших священников за один стол и попробовать в таком едином обсуждении, в ходе диалога, все-таки попробовать организовать настоящую интеллектуальную полемику, полезную, нужную для того, чтобы пошагово найти выходы из той ситуации, которая сложилась тогда в нашей церкви. Но так получилось, что вы ни разу, правда, мне не отказывали в этом, должна это сказать, но другая сторона не хотела вместе с вами участвовать в таком диалогическом формате. Отдельно поговорить, да, а вот вместе и у меня тогда тоже не получилось. Вот. Сегодня мы встретились в ситуации для Абхазии очень особенной, очень необычной, скажем, специфичной, неопределенной. И я боюсь говорить какие-то очень конкретные моменты для того, чтобы еще больше не обострять ситуацию, которая сложилась. И хочу прямо перейти к своим вопросам к вам. Очень многие люди все эти годы в вашем лице, в лице ваших других сподвижников пытались и пытаются найти духовную поддержку, понимание. И в таких случаях не всем понятно, скажем, когда происходит определенная вовлеченность церковного лица во внутриполитические процессы. Я подчеркиваю, именно внутриполитические процессы, а все, что вокруг Абхазской церкви дальше происходит, я понимаю, что там много и большой политики, к сожалению, великому. Я просто хочу спросить, вот 27 мая вы оказались на оппозиционном сходе, на площади. Мне интересно спросить, что вас привело туда? Спасибо, Ира, во-первых, за поздравления в связи с защитой докторской диссертации, потому что это вопрос, и то, что произошло, оно касается не столько лично меня, скажем, мог быть на моем месте другой, с другой абхазской фамилией, оно касается будущей нашей церкви. Почему? Потому что для того, чтобы мы воссоздали нашу церковь, и добились ее независимости, очень важную роль играет наша богословская состоятельность. Помимо, так сказать, национального интереса, политического, богословская состоятельность, она одна из ключевых в этом вопросе. Поэтому все, что произошло в отношении этого, я рассматриваю в контексте становления Абхазской церкви, не столько в контексте достижения каких-то моих личных успехов. Теперь, что касается вашего вопроса, вы знаете, Ирина, я был на сходе 27 числа именно потому, что хотел выразить и свой протест в отношении политики экс-президента Александра Золотинского-Чанкова. И свое отношение не только к его, скажем, светской составляющей политики, хотя об этом тоже я могу говорить, и говорил открыто. Например, я написал открытое письмо после обращения экс-президента к парламенту в конце 2013 года. Открытое письмо, где выложил свои позиции и несогласия с отдельными пунктами будущего нашего государства. Но в данном случае мой протест был вызван следующим.
Он имеет прямое отношение к церковной жизни. Почему? Потому что, как вы знаете, все эти годы, последние 3 года, вы и сами участвовали на Церковном народном собрании здесь, в Афоне, да? Идет попытка восстановления Абхазской церкви. Да? Когда мы говорим попытка восстановления и приобретения независимости, это не просто какой-то юридический акт, что, дескать, вот есть у нас Абхазское государство, значит, должна быть Абхазская церковь. Как думают, к сожалению или к счастью, не знаю, большинство наших сограждан. А это попытка открыть двери большинства храмов в абхазских деревнях, которые закрыты уже в течение 100 и больше лет. Вот чтобы их открыть, вначале нужно решить статус нашей церкви, с тем, чтобы появился человек, который бы мог бы рукополагать туда священника. Пока мы эти храмы не откроем, все те проблемы, которые существуют внутри нашего общества, напрямую касающиеся наших людей в плане духовной жизни, то есть самоубийство, наркомания, социальная составляющая, да, жизни человека, моральный климат. Можно много терминов приводить. То есть это ничего не сдвинется с места, ничего не изменится. Раз мы должны решить этот вопрос, для ее решения нужно прямое участие президента нашей страны. Почему? Потому что он выражает волеизъявления народа. Да? Значит, нужно прямое участие и согласие всего духовенства. Нужно мнение нашего народа. Вот есть пункты, которые были выполнены. Например, мнение народа, были собраны 70 тысяч подписей, высказано пожелание, что мы не хотим быть в составе грузинской церкви, хотим иметь свою церковь и так далее. Да? Мнение духовенства не определено. Почему? Потому что отец Виссарион, его сторонник, как видите, держится иной точки зрения. И мнение президента в мае прошлого года, во время участия на Российско-Абхазском форуме, он сделал заявление. Значит, Константинополь или Вселенская Патриархия по разным параметрам далеко от нас, от Абхазии, соответственно, мы обращаемся к Патриарху Московскому для решения нашего вопроса рукоположения абхазского епископа. Да? До этого президент, да, встречался в Сочи в январе месяце. Да. И причем встречался впервые в истории, когда на этой встрече принимал участие представитель грузинской стороны, в данном случае митрополит Серафим Джорджу. Да? То есть, если бы вот для этих двух встреч президент держал нейтральную позицию по отношению к церковному вопросу и говорил о том, что светская власть не может участвовать в решении церковных вопросов, дескать, вы вправе решать каждый своим путем. Вот с того момента, как президент определился и начал активно участвовать в решении церковного вопроса, точнее, взял одну сторону, одну позицию, с этого момента, разумеется, и мы вправе требовать с него определенные шаги и решения. В данном случае, например, мне хотелось бы знать, какой ответ Русской Православной Церкви. На запрос президента никакого ответа в течение года нет. Далее, как вы знаете, это широко освещалось в информации, в средствах массовой информации. Ровно 3 месяца назад в Константинополе, то есть в Стамбуле современном, была встреча глав всех православных церквей. То есть 14 независимых церквей. Среди них был и представители русской церкви во главе с патриархом российским, представители грузинской церкви во главе с патриархом грузинским. И мы, представители Священной Митрополии Абхазии, решили обратиться к ним с тем, чтобы церковно-абхазский вопрос был озвучен. Почему? Потому что через 2 года будет Всеправославный собор, и его решение будет обязательно для всех православных, независимо он в России, в Грузии, в Абхазии, в любой точке мира. Да? И мы понимали, что грузинская сторона будет озвучивать со своих позиций. Русская сторона православная, русская православная церковь в данном случае будет молчать на этой встрече, поскольку является союзницей грузинской церкви. Так вот, и мы решили, обратились к президенту. Президент сказал, значит, если вы придете ко мне и обратитесь ко мне, то есть вы, я имею в виду, Священную Митрополию Абхазии, и отец Священный его представители, я готов, как президент и глава этого государства, направить такое письмо на имя всех глав. Не на кого-то конкретно, а на имя всех глав. Мы обратились к отцу Виссариону
Меня не было, но поскольку меня поставили известность, я сказал, поезжайте и скажите, что это второй шанс, который нам дается, и на сей раз мы не должны его упустить. Отец Виссарион согласился со всеми нашими предложениями. Они вместе с представителем Священной Митрополии пришли к президенту. В присутствии президента подписали общий акт, подписали его, вот этот текст обращения. Президент откорректировал текст, в смысле канцелярии президента, и сказал, что на следующий день письмо будет отправлено. На следующий день в 2 часа их снова пригласили туда, и президент сказал, я проконсультировался, этого мы делать не можем, езжайте в Москву и решайте, значит, с московской патриархией, как вам дальше поступать. Люди, которые помешали на сей раз решению этого вопроса, почему говорю на сей раз именно? Потому что у нас это было после Константинопольской встречи такая возможность, и мы тогда тоже подготовили акт соглашения с отцом Виссарионом, да, и мы должны были подписать на следующий день, пригласили абхазское телевидение, журналистов и так далее, и было сорвано. И тогда, и сейчас было сорвано при прямом участии представителя Московской патриархии, в данном случае протоиерея Николая Балашова и митрополита Илариона. Я не являюсь врагом абхазского народа и абхазской церкви, чтобы игнорировать целиком мою точку зрения на те или иные решения вопроса. Вот это игнорирование вынудило и меня прийти на этот сход с тем, чтобы выразить свой протест, да, с тем, чтобы вот через этот протест надавить на решение каких-то вопросов. Но не все остальное, что последовало. Вы все-таки считаете, что президент мог? Да. И не сделал? Да. Вы так считаете, да? Знаете, почему я считаю? Потому что мы же понимаем, что абхазский церковный вопрос – это меньше всего церковный вопрос, он более политический вопрос, более чем политический. Вы считаете, что он мог и он не решил? Вы знаете как, он мог, объяснил свою позицию, да, в этом отношении. Я уже говорил, и, кажется, и во время предшествующих выборов, и сейчас, причем письменно устно. Всякий человек, и пусть это услышат те, кто сегодня так усиленно стремятся к власти, вот всякий человек на территории Абхазии, да, который хочет стать президентом Абхазии, сознательно идет на самоубийство. Почему? Потому что при тех реалиях, в которых он находится, он должен сказать «нет» в тех или иных обстоятельствах, за что последует наказание. Либо «да», но мы потеряем многое, что было приобретено. Поэтому каждый из нас должен понимать. Вы же понимаете, что когда я тоже проходил церковно-народное собрание, мы делали все эти тезисы, постулаты, было 2 раза запрет, были угрозы, какие хотите, да? Была бесконечная клевета, раскольники, значит, мы националисты, выступаем против России и так далее, и так далее. Понимаете, мы же все это тоже выстояли. Почему? Потому что мы понимаем, что мы сознательно выбрали этот путь. Поэтому у президента всегда, как у любого человека, есть всегда выбор. Выбора у нас никто не отнимал. Другое дело, смог он сделать этот выбор или не смог. И последнее, почему он мог сделать. Куда он обращался, по крайней мере, 3 месяца тому назад, да? Там сидел русский патриарх. То есть это не было обращение либо исключительно к Вселенскому патриарху, либо к главе любой другой церкви, но не русскому патриарху, да? Это раз. И второе. В этом текст письма, слава Богу, сохранился, да? Он есть с подписями так. В тексте речь идет о том, что мы хотим отсоединиться от грузинской церкви. Что мы хотим пересмотреть и границы грузинской церкви. Что нас не спросили, когда даровали автокефалию и включили Абхазию. Поэтому мы вас просим, то есть мы же не просим откола от русской церкви. Или противостояния русской церкви. Мы просим отсоединения от грузинской церкви. И где здесь могут быть те интересы, которые мешают российской стороне ее внешней политики. У президента было несколько сложных вопросов, и среди них вопрос церковный, о котором мы говорим. Да. И практически по тем самым сложным вопросам я бы не хотела пока еще подробно их обсуждать. Я просто надеюсь, что у нас в Абхазии пройдут выборы, и после выборов у меня будет возможность в другом формате вообще обсуждать все эти проблемы. Но среди
4 проблем больших, которые повлияли на события в Абхазии. Повлияли, скажем, на судьбу самого президента как политика. Был и церковный вопрос, но он был не первым. Возможно, что он был и не главным. Главными были там другие политические вопросы. Я думаю, что вы в курсе. И к этому, наверное, мы вернемся, потому что, конечно, церковь тоже это большая политика. Так получается. Но вернемся все-таки в наши внутренние дела. Пока церковь существует у нас в Абхазии в 2, скажем так, форматах, 2 отдельные церкви практически, да, Абхазская апостольская церковь, да, и священная Абхазская митрополия, пока между ними идут распри, иначе не назовешь то, что сейчас происходит, и как мне показалось, сейчас этот конфликт обострился. В свете последних событий он обострился. Вот эти все проблемы, на которые, понятно, не мгновенно, но в результате длительной работы церкви в процессе выполнения ее функции и роли, она могла бы на это все влиять уже давно, должна влиять сейчас и завтра и так далее. Вот эта деятельность церкви, она оказывается запущенной, потому что основные усилия направлены на это противоборство. Вам не кажется, что в этой связи церковь теряет свое влияние на общество? Пасторская деятельность, что является нашей прямой обязанностью, она основывается на нескольких вещах. На образовании человека, священника, на его способности вести пасторскую деятельность, на его способности, умение общаться с людьми, находить общий язык с разными социальными слоями. Одно дело говорить с молодежью, другое дело говорить с абхазцами, стариками, третье дело говорить с людьми, которые совершенно в ином состоянии находятся. Эти проблемы никуда не уйдут. Почему? Потому что еще стоит вопрос качества священнослужителя. Это проблема не только Абхазии. Это проблема большинства церквей и главным образом постсоветских церквей. Почему? Потому что вы же понимаете, что когда ты десятилетиями разрушаешь всю традицию, церковную жизнь, саму церковь, восстановить ее за 20 лет в том объеме, как это было когда-то, разумеется, невозможно. И что вот эти люди, которые пришли в данном случае в Абхазскую церковь, чтобы служить своему народу в церкви, они пришли из этого общества. Из того общества, из которого происходим мы все, и принесли с собой все те проблемы, которые существуют в обществе. То есть у греков есть такая фраза, понимаете, ряса не делает священника. Ряса не делает священника. То есть если человек какие-то одел атрибуты, как-то внешне отличается, похож на священника, это не значит, что он священник. Поэтому мне кажется, что вопрос не столько в разделении, вопрос сколько в качестве позитивной работы. Например, кто мешает отцу Виссариону, его сторонникам, батюшкам, коих 20 человек, кто мешает на каждом приходе вести активную деятельность? Никто не мешает. Разве кто-то из них ездит, ведет переговоры в Константинополе, в Москве, занят активно научной работой, написанием диссертаций? Если бы разделение, которое произошло, оно стало бы таким устаканившимся форматом, и эмоциональные эти распри уже поутихли бы, и дальше одна и вторая работали бы, занимались бы реализацией своей роли и так далее, тогда мне это, конечно, понятно, потому что, может быть, как раз-таки мы с вами сейчас коротко и обсудим этот вопрос, потому что в эфире вашими оппонентами было сказано о том, что в Абхазии должна быть только одна церковь. Я как гражданин или человек, который немножко знает историю христианства, тоже считала бы, конечно, в идеале, что это было бы прекрасно. Я тоже считаю так. Единая абхазская автокефальная церковь – это наш идеал, наша мечта, скажем так. Но
Дело в том, что времена-то изменились. Еще во времена Юстиниана, вы помните, да. как Юстиниан говорил, он строил свою политику на единстве 3 китов. Единое государство, единый закон, единая церковь. С тех времен много воды утекло, естественно, мы понимаем, что в одной и той же стране по несколько церквей такая реальность складывается. Насколько это опасно? Или наоборот, в общем-то, нет в этом угрозы, в этом разделении то, что у нас произошло. Очень точное замечание, да, вот действительно это опасно или это может принести благо, да? При том же Юстиниане Великом, при Византийской империи, где говорилось «пакс романум, пакс экклесия», да, вот, речь шла о том, что при том, что он говорил вот этот постулат, в его империи было 5 патриархатов. Да? Значит, так называемая пендархия. Они все были независимы друг от друга. Но вместе, как христиане, когда не было разделения православной и католики, представляли единый народ церковный. Да? Но были разделены, почему? Потому что у Запада была своя традиция, у Востока своя, у Александрии своя, у Африки своя, у Сирии и так далее, и так далее. То есть вот эти нюансы, они всегда учитывались в православной церкви. Так вот, возвращаясь к этому, хочу вам сказать, когда мы недавно встречались с отцом Виссарионовым, 2 раза мы встречались после моего возвращения, после до этого выступления. Да? Вот вы говорите о единстве, и я тоже с этим согласен. Я говорю, они пришли, значит, отец Дорофей, что нам делать, вот как нам найти общий язык и так далее. Я говорю, отец Виссарион, я вас очень прошу, вот сейчас у нас будет 23 мая праздник Симона Канонита. Впервые мы будем его праздновать как государственный праздник. Давайте покажем пример нашему народу. Давайте мы вместе встанем и будем служить в этот день. На что мне было сказано, отец Дорофей, это, значит, в Москве, что там скажут, вы раскольники и так далее, дайте нам 3 дня. Значит, мы подумаем. Я говорю, хорошо. Через 3 дня приходит 2-й раз. Ну, они мне говорят, в общем, служить вместе не получится, батюшка, потому что ты, значит, раскольник, ты еретик и так далее, все остальное. Но я говорю, хорошо, тогда послужите, я говорю, внизу, в храме Симона Канонита, во дворе, потому что храм закрыт на реставрации. Мы здесь. Но я говорю, трапезу принять мы вместе, то есть за один стол, псуацас, ажлар, хруладлон, это, я говорю, тоже запрещаю. Нет, мы придем и не пришли на эту трапезу. Псуацас апсуамин, среди псу оперина, среди псу. А у псы, чеджика, чсне, вот хаяхан не логи. А я псуаракуна, хмизхашироп. Вот один момент в плане единства. Второй момент. Там же во время этой встречи, когда вот как мы сейчас с вами беседуем об единстве, я говорю, отец Виссарион, знаешь, вот я готов объединиться с вами, упразднить священную митрополию и так далее. Все, что нужно сделать. Я говорю, но хочу одну гарантию. Вот вы мне привезете бумагу из Московской патриархии, что Московская патриархия приняла решение на Синоде Русской Церкви, что действительно она решит абхазский церковный вопрос и рукоположит абхазского епископа. Вот как будет эта бумага, а вот эти слова там патриарх сказал, кто-то передал, кто-то сообщил, это не аргументы, Ирина. Я говорю, если вот это будет, да. А если я говорю, батюшка, ты представь себе, да у нас сейчас 2 артерия. Один – это ваша деятельность, другой – священная митрополия. Вот завтра окажется так, что через 2 года состоится собор, и грузинская сторона добьется своего на этом соборе, и русская сторона, церковь, подпишет эти решения, и вам скажут, отец Виссарион, тебе и 2 собратьям, что мы вас запретим в священнослужении, либо вы начинаете каноническое общение с грузинской церковью. Вот тогда я говорю, отец Виссарион, я тебе первым нужен буду. Почему? Потому что у нас есть другой вариант, другой артерий. Получится так, что здесь у нас ничего не получится. Я окажусь в сложнейшей ситуации, я говорю, тогда есть твой артерий, батюшка. А если мы сделаем это единство, мы можем оказаться в глубокой яме, вместе из которого ни отец Виссарион меня не вытащит, ни я его из этой ямы не вытащу. То есть, понимаете, ситуация-то у нас очень сложная. И вы понимаете, что
не только в отношении церковного вопроса, но и политического. Мы сегодня не можем все яйца класть в одну корзину, потому что всегда так было, мы всегда не знаем, что будет завтра. Потому что империи тогда и сегодня, которые нас окружают, они тоже нестабильны. Они тоже нестабильны, поэтому мы не можем запланировать что-то, мы должны страховаться. И завершая ответ на этот вопрос, хочу сказать, что даже после выступления, которое было сделано, да, с которого мы, собственно говоря, начали, и, как вы совершенно верно заметили, никогда у нас не было публичного диалога. Да? Люди избегают диалога. Почему? Потому что они не хотят, чтобы люди слышали некоторые вопросы, которые являются правдой в этом вопросе. Например, главный аргумент, который мешает нашему единству, да? Объединению. Значит, все остальное как-то можно решить. Главное, что вот отец Дорофей запрещен Русской Православной Церковью, один раз в начале 1 год, потом 3 года, я и отец Андрей. Значит, если ты запрещен, мы не можем с тобой служить, значит, ты не можешь здесь совершать таинство, крестить людей и так далее, и так далее. Вот если снимут запрет с тебя, мы готовы встать рядом с тобой. Да? Значит, я им говорю, вот я для вас тоже специально принес эти бумаги. Когда был наложен запрет на меня и на отца Андрея, без всякого основания, да, мы попросили церковного суда Русской Православной Церкви. Нас пригласили в Москву. Мы имели определенные договоренности. И с их, и с нашей стороны. С нами поступили еще хуже. Значит, потом запретили на 3 года. Так вот, я один, с помощью Божией, находясь и учась в Греции, добился того, чтобы этого запрета не признала греческая сторона, греческие церкви, и, соответственно, я мог продолжать служить дальше. Вот если бы я этого не сделал, Ирина, да, никакой духовной деятельности пасторской сегодня вести в Абхазии не мог бы. Даже служить не мог бы. И людям, я думаю, должен был бы объяснять, почему это происходит. Вот когда я это сделал, когда пошли письма из Московской Патриархии, из Майкопской епархии, в адрес Вселенской Патриархии, Афинской архиепископии, греческой митрополии или епархии, как мы говорим, в которой я находился как клирик, им дали официальные ответы на все эти письма. Вот один из них, он у меня обращенный к Майкопской епархии, где пишется, что мы не можем запретить отцу Дорофею служить. Почему? Потому что нет канонических оснований. Без всякого церковного суда мы взяли из-за того, что он народ, видите ли, собрал на церковное народное собрание. Это не аргумент, это не состав преступлений. Лично отец Виссарион приезжал к моему митрополиту в Грецию ровно год тому назад. В кабинете у него спросил: дорогой владыка, вот так и так, отец Дорофей запрещен и так далее. Вы должны признать этого запрета. И мой митрополит сказал: нет. Я говорю: отец Виссарион, разве тебе не сказали? Есть ряд документов, которые вы поймете меня как историк. Да? Вот последний раз что-либо связанное с Абхазской церковью, с христианством Абхазии упоминается в письмах Николая Мистика к абхазским царям. Да? Вот после 10 веков, да, появился сейчас несколько документов. Просто эти вещи многие я не могу опубликовать. Почему? Если я их опубликую, я защищу себя на 100%, но я помешаю решению абхазского вопроса. Поэтому вопрос не в том, чтобы я себя перед абхазским народом защитил, а чтобы довел то, что ты начал. Мы к ним когда-нибудь вернемся. Да. Вот давайте, мне кажется, что ваши оппоненты пытаются нанести по всем вашим позициям, можно сказать, такой сабельный удар. Да. И главный удар направлен вот на что. Вся эта борьба с вами или между двумя абхазскими церквями сводится к тому, что вы про-константинопольский, про-греческий церковный деятель, отец Виссарион, про-московский, про-российский. Если вы вынуждены учиться, общаться в Константинополе и так далее, хотите чего-то для абхазской церкви, почему вы антироссийские? Если бы я поехал бы к Папе Римскому для решения абхазского церковного вопроса, меня можно было бы обвинять в прозападных настроениях. Когда я еду к Вселенскому Патриарху, который является главой и председателем всех вопросов, когда решаются советы, которые проходят между православными церквями, или, как мы говорим, межправославные совещания и заседания,
когда я еду к нему, которому, подчеркиваю, едет русский патриарх, грузинский патриарх, русские епископы, грузинские епископы, русские политики, грузинские политики. Все едут туда, да? Никто их не обвиняет в прозападных настроениях. Далее, второй момент. Вот я упоминал о всеправославном совещании, которое было 3 месяца тому назад. Многие люди не знают, могут не знать и не обязаны знать устроение, внутреннее устроение православной церкви, да? Каноническое устроение православной церкви. Но достаточно один раз увидеть запись вот этого заседания, чтобы понять, как устроена православная церковь. То есть, вот мы как сейчас с вами сидим, например, или на вашем, или на моем месте сидит Вселенский патриарх, здесь стоит Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский и так далее, потом на 5-м месте русский патриарх, на 9-м месте грузинский патриарх и на 14-м месте Чехословацкая церковь. Вот это сидеть, да, это не потому, что других мест нету, или не потому, что помещение не позволяет рассадить их. Это тот принцип внутреннего порядка жизни церкви, при котором каждый из этих глав церквей имеет свое место. И первое место принадлежит Вселенскому патриарху. Поэтому, вот как вы думаете, минуя 4 первые церкви, за которым остается главное слово, потому что они самые древние восточные церкви, да? Минуя их, начав с 5-го места, либо с 9-го, мы что-либо решим? Ничего мы не решим. Далее, напрямую связано с Русской Православной Церковью. Ведь я же не был до 2011 года в конфликте с Русской Церковью. Правильно? Ведь я же учился 8 лет в Московской духовной семинарии Академии, был рукоположен в Майкопе. Я всегда говорил о том, что мы хотим быть с Русской Церковью. Разве где-то я говорил, что мы не хотим, лично в моем отношении? Проблема отца Виссариона и его сторонников, и, соответственно, слушающих их, например, в Абхазии, заключается в том, что видение православия, да, ограничивается границами Абхазии и России, либо Грузии. Да? Вот, а мне удалось попасть, да, увидеть, вот, когда они все вместе, 14 церквей, да, и я вижу, как ведет себя русская церковь за пределами, значит, как ведет внутри. Я вижу, как ведет себя грузинская церковь за пределами и как она ведет внутри. Вот внутри вы все хорошо знаете, я не буду вам это говорить, да? Вот за пределами они все документы, соглашения подписывают вместе. Грузинская церковь является одной, единственной неславянской церковью, которая поддерживает позицию русской церкви. Соответственно, русская церковь никогда, ни при каких обстоятельствах не решит абхазский церковный вопрос. Мы отсоединяемся от грузинской церкви, частью которого нас признают все православные церкви в мире, включая и русскую церковь. Поэтому мы можем еще 20 лет ездить в Москву, все останется на своих местах. Разве логически, если Вера подумает, после признания Абхазии, да, в 2008 году России и Абхазии, да, разве невозможно было решить церковный вопрос, если была бы такая возможность? Конечно же, но не решился. И последнее. Когда я встречаюсь, я тоже встречаюсь с российскими политиками. Я тоже встречаюсь, они все сюда приезжают, и журналистами, и политиками, и общественными деятелями, экспертами. Вот когда этот вопрос встает, вот, даже с такой, скажем так, яро выражающей свое мнение Яна Емельная, вот она здесь сидела, мы общались, да? Вот. Когда это встает вопрос, я им говорю, вы знаете, чтобы вы нашли ответ быстренько, не нужно философии, не обвинять ни меня, что я антирусский настроен, ни абхазский государственный народ. Вы приезжайте в Московскую патриархию и спросите, скажите, пожалуйста, вот вы рукоположите для Абхазии епископа? Если вам скажут «да», я готов, я в вашем распоряжении. Ира, я официально озвучивал и сейчас повторяю. Я сказал, если завтра отец Виссарион станет епископом Абхазской церкви, я первый, кто подчинится. Что тем же российским политикам, общественным деятелям, которые сюда приезжают, я говорю, вот вы абсурдность ситуацию понимаете? То есть мы и осетины единственные народы, кавказские малые народы, которые пытаемся все эти 20 лет своими силами сохранить православие. И первые наши противники, наши православные собратья.
Я говорю, вы вот логику вот этих вещей вы можете понять? То есть, с другой стороны, вы все время нам нарекаете, что вот, так сказать, мусульманство, его радикализм на Кавказе создает проблему российской политики. А как вы собираетесь решать исламский вопрос? Что, вы будете отстреливать каждого второго? Это решит, это будет увеличивать. Теперь посмотрите, Ирина, вот ведь идея, которую я вам говорю, еще предлагал на встрече с Московской патриархией, с ее представителями, да? Я говорю, вот Северо-Кавказские республики, вы везде открыли метрополии, епархии. Покажите мне одного кавказца, которого вы поставили в качестве епископа или митрополита. Не потому, чтобы нас удовлетворить, знаете как, вот мы кавказцы и хотим, значит, чтобы мы были здесь. Нет, я лично был в Майкопе, когда меня рукополагали священники, вдруг я захожу, поскольку, как вы хорошо знаете, и наши зрители, интересуясь историей, в том числе адыгов, захожу, значит, в книжный магазин, у них отдельно в магазине специальном такой адыгской национальной одежды. Я вдруг захожу, и женщина, продавщица, мне говорит, вы знаете, я вам, говорит, не продам книги по истории адыгов. Я говорю, а почему? Потому что, говорит, я не хочу, чтобы вы знали мою историю, народа моего. Да я говорю, а почему? Потому что вы вот, батюшки, вот там монастырь у нас взяли, там, где жили наши деды и так далее, мы возрождали и так далее. Я говорю, можно я вас перебью? Я говорю, я абхазец. Я из Абхазии приехал, я просто нахожусь несколько недель. Она подарила мне 15 книг. Ей сказала, что ни одного рубля с меня не возьмет. И всякий раз я приезжаю туда, Ирина, да, с ней всегда общаюсь, да, и она выслушивает меня, и я ее выслушиваю. Если вы посмотрите на Фейсбуке, вы увидите, какое количество исповедующих ислам и наших собратьев из Северного Кавказа, из Турции, общаются со мной. Почему? Потому что у них есть вот этот элемент доверия. Понимаете, почему? Потому что я искренне, я не пытаюсь их, знаете, как какими-то хитрыми путями сделать, значит, исповедниками моей веры. Я этого не пытаюсь, я просто знаю, что эти люди, я должен ценить людей самих по себе. Когда я недавно слушала ваших оппонентов, они говорили о том, что Русская Православная Церковь много сделала для Абхазской Церкви. Но у меня сложилось такое впечатление, как будто история Абхазской Церкви началась 100 лет назад. Ну да, приблизительно 100 лет назад. Я думаю, о чем же мы спорим? О чем же мы спорим? Абхазское христианство, оно пришло из Византии. Русское христианство, оно пришло из Византии. Оно пришло, правда, гораздо позже на Русь, но тем не менее, в свое время Торин очень хорошо писал, что христианство для Древней Руси – это подарок высшей цивилизации. Да мы все практически оттуда вот питаемся, да, вот в плане христианства именно из византийского христианства, и поэтому византийское, то есть греческое. Вот это противопоставление, это может иметь значение именно для тех церковных деятелей, которые играют в большую политику. А для верующих людей это просто не может иметь значения, потому что мы, как христиане, хорошо знаем свои истоки. У одного крупного византолога, румына, да, у него была такая, знаете, фраза, когда уже Византия не существовала, но были и Россия, и Румыния, и Сербия, да, как православные страны. Он говорил, мы есть Византия после Византии. Понимаете? То есть мы есть Византия после Византии. То есть вот это вы совершенно четко обозначили, вот когда мы узко смотрим на эту проблему, и совершенно с вами согласен еще в одном вопросе. Вы знаете, может быть, действительно мы виноваты во многом. Почему? Потому что вот эти обвинения, что антирусские, да, что отец Дорофей такой, ведь это же не из России исходит. Это исходит отсюда, Ирина. Пока мы здесь, вот эти, как вы совершенно правильно сказали, не пересмотрим форматы, да, не будем немножко шире видеть все это, у нас ничего не получится. Никакого уважения не должно быть к Абхазу, будь он священник, историк, актер, ну не знаю, политик, который пытается внешний фактор искусственно за уши втянуть в наши внутренние дела. Историк, он чем отличается в своем образе мышления от большинства людей, которые иногда рассуждают о конкретных событиях, которые происходят в нашей жизни. Да? Историк, он отличается, кстати сказать, всегда историки, когда абхазские историки, по крайней мере, занимались политикой, да, у них всегда был успех. Почему? Потому что они понимали, что было когда-то,
и что это повторится. Да? Поэтому заранее продумывали, что такое тоже возможно. Я к чему это говорю? К тому, что... Историки лучшие лидеры. Да. Почему я говорю? Потому что, Ирина, вы сказали, что вот они смотрят на развитие Абхазской церкви, да, вот с конца 19 века. Так извините меня, это всего 100 лет, как снять с нами виновность. Извините меня, Абхазское княжество добровольно входило в состав Российской империи. Да? Российским императором были сохранены титул абхазского князя, за ним были сохранены права. Через 50 лет его лишили прав, сослали. Княжество было упразднено, мы стали Кутаисской губернией. Через 20 лет мы стали виновным народом, и 40 лет были бесправны у себя. Вы поймите, тут проблема не в русском народе. Проблема в общей политике, в общих процессах. Ведь мы что, не понимаем, что не все французы, не все англичане, не все американцы, не все русские, не все турки хотят войны. Мы же понимаем, что они совершенно не заинтересованы, но политики это же делают. Поэтому, чтобы нам застраховаться не от русского народа, не от грузинского народа, а от тех политиков, которые могут нас столкнуть и ввергнут в очередной хаос, чтобы нам застраховаться, мы должны немножко вперед смотреть, Ирина. Понимаете? Вот почему, из чего надо исходить. Ведь вы же лучше меня знаете, в какой ситуации мы сегодня находимся, и что мы не знаем, что нас завтра ждет. Поэтому разве мы не должны сейчас думать о каких-то вещах, чтобы потом не оказалось так, что мы это не продумали? Я вот дословно даже могу процитировать одного из ваших оппонентов, который сказал, что деятельность священной митрополии, прежде всего ваша вот деятельность, может привести к тому, что Россия пересмотрит свои отношения с Абхазией. Да. Вы знаете, как... Дело в том, что, вы поймите одну вещь, российские политики, которые приезжают сюда, в Абхазию, да, они не всегда сведущие, что происходит в церковной жизни. Есть недоговоренность. То есть ситуация она такова, что если абхазский народ узнает правду о том, что думает и что хочет делать русская церковь, это вызовет бунт. Да? Вот чтобы этого не произошло, идет такая сглаживание ситуации, дескать, вот что-то мы решаем, дескать, вот какие-то вопросы решаются, зачем обострять и так далее. Если у нас есть контраргумент, почему мы его не используем? Мы можем сказать, как я вам сказал, ради Бога, мы прорусские, да, и готовы решать все с вами. Пожалуйста, президент наш обратился, экс-президент год тому назад, рукоположите абхазского епископа. Рукоположите, ведь мы свой шаг сделали, Ирина, как абхазское государство, в данном случае не как президент выражает волю изъявления народа, если даже не все согласны с этим, он же обратился. Пожалуйста, мы ждем ответной реакции. А что мы слышим? Значит, общественность, которая подписала документ, один неверующий, другой язычник, это такое публичное оскорбление общественных известных людей Абхазии. Более 70 тысяч человек высказали свою позицию, и даже эта акция рассматривается как угроза нашим национальным интересам. В свое время создание абхазского государства, да? Объявление и создание Конституции, выборы президента, народный референдум, который был проведен, все это в то время рассматривалось как акции, портящие отношения с Россией. Если мне не изменяет, слава Богу, память, я хорошо помню, что этого не нужно делать, что это заострит, так сказать, отношения с Россией, что и блокаду мы тоже хорошо помним, и вы помните, все, кто нас слушает, помнят. Поэтому, понимаете, то есть вопрос не в том, что сегодня благосклонно к нам относится, и действительно Россия является стратегическим союзником, да, сегодня. Вопрос в том, насколько это будет стабильно впредь. Почему? Потому что если вернутся какие-то времена, которые мы прошли, а они всегда могут вернуться, то мы окажемся в очень сложной ситуации. Не просто в ситуации потери своего суверенитета, но и, может быть, и растворения, как пятница. Например, мы слышим со стороны отца Виссариона и его сторонников, дескать, знаете, судьбу абхазской церкви решаем мы. Вот мы здесь 10 священников, да. А вот народ, дескать, он не церковный, он ничего не понимает, его используют, значит, и так далее. Да?
извините меня, да, я не могу доверить ни себе, ни 10 священникам решение судьбы абхазской церкви, потому что это решение судьбы абхазского народа. Я не могу на это положиться. Когда сейчас принимался закон в парламенте, да, когда меня спросили, каково мое мнение, следует ли передавать храмы и монастыри на территории Абхазии, значит, либо священной митрополии, либо Сухумо-Пицунской епархии, я сказал нет. Эти храмы являются национальным достоянием, находятся на балансе, значит, отдела охраны и памятников культурного наследия при кабинете министров, и передаваться никому по определению не могут. Они быть переданы по определению. Они могут передаваться в использованном по целевому назначению. Совершенно привычным стало для многих людей за любой поступок, за любые слова, за позицию обзывать друг друга предателями. Слово предатель, предательство самое такое чаще всего используемое, наверное, сегодня в нашем лексиконе, значит, это слово, к сожалению, да? Вот. До вас тоже добрались. Да. И как раз-таки ваши действия, ваши оппоненты расценили как предательские шаги. Да. Как вы на это возразите? Вы знаете, заострение слова «предатель», ну и предательство термина, да, если мы посмотрим, опять-таки, немножко историческими, да, глазами на все это, мы всегда видим, что после военных действий, да, военных процессов, либо на остре решения национальных культурных вопросов, да, того или иного народа, всегда идет шельф такой, знаете, долгое время еще по инерции, да, идет термин предатель, да, вот, значит, если что-то ты не делаешь, потому что он заострен и больше всего на слуху во время политических и военных действий. Вот. Поэтому сейчас это слово пока у нас еще долго будет, значит, в обиходе, порядка, может быть, еще 20-30 лет, пока немножко не переоценится ситуация. Вы знаете, я уже привык к разного рода эпитетам, я бы даже сказал, извините, что так может быть, некоторые грубостям. Московские эксперты пытаются нас убедить в том, что 20-30 лет еще наше государство не просуществует. Да, да. Но, к сожалению, эти московские эксперты, они тоже видят очень узкую историю, потому что нам так говорили персы, византийцы, Турецкая империя, Российская империя. Но, как вы видите, мы все эти империи пережили. Вот. Все эти империи пережили. Поэтому в отношении слова предательства и так далее я хочу сказать, Ирина, знаете, к оскорблениям, потому что это оскорбление человека, унижение человека, да, я к этому привык, да, и совершенно на это не реагирую. Чтобы было вам ясно, я вам такой пример приведу. У меня был во время учебы в Салоникийском университете, значит, я ходил на определенные лекции. И оказалось так, что преподавательницей была москвичка, которая замужем была за понтийского грека, и он там живет. И когда мы как-то поговорили, вот, что я из Абхазии, она из Москвы и так далее, вот, и вдруг, значит, она приходит на второй день и говорит: вы знаете, говорит, батюшка, какой ужас, говорит. Я думаю, ну посмотрю, что-то узнаю о вас, дала запрос в интернете, говорит, я, говорит, была просто в шоке. Я говорю, знаете, я говорю, не переживайте, я уже сам себя начинаю бояться, когда вот читаешь вот все эти, значит, обвинения и все остальное, оказывается, французская разведка, значит, купила меня, я там где-то учил французский язык, счета начали по официальному указанию власти Абхазии, начали проверять все счета митрополии мои и так далее, я даже им прислал, чтобы они не мучились свой счет в Греции, начали, значит, говорить, что вот там, так сказать, завербовали меня. Это я уже, Ирина, понимаете, прошел эту стадию, да? И если кто-то думает, вот, что меня можно остановить или переубедить, или надорвать, да, почему я это слово говорю? Потому что в наших рядах есть люди, которые просто это тоже уже не выдерживают. Да? Вот. Вы знаете, о ком я говорю и так далее. Да? Это не получится в отношении меня. То есть можно будет каждый день выступать на абхазском телевидении и обвинять меня в том, что я предатель, а я от этого со своих позиций не сдвинусь и своего пути не изменю, или скажу, вот действительно, вот, сходите, кучта смусаладзым, этого не получится, потому что я знаю, что это слишком дешевый путь. Вы человек идейный. Я думаю, что в этом убеждены очень многие люди в Абхазии. Наверное, и не только в Абхазии. Но, тем не менее, да,
Ну, я не отрицаю, что есть определенная категоричность, да, вот да, вашей да, позиции, это у вас есть. Но меня удивило вот это обвинение в том, что священная митрополия, вот последняя попытка, вот они пытаются вас выдворить отсюда, да, мы должны выдворить, значит, через церковный суд и так далее. Они не хотят уходить, они не хотят самоликвидироваться, потому что они боятся лишиться кормушки. Вот о какой-то кормушке материальной вашей заинтересованности, я не имею в виду лично вас, священническая митрополия, говорят ваши оппоненты. Когда я закончил Московскую духовную академию, это был 2001 год, приехал, и я стал секретарем Сухумской Абхазской, тогда так называлась, епархии, то есть ту организацию, которая возглавляет отец Веселый. Вот. И когда став секретарем, первым, что я сделал, приняли мы на совете решение о централизации финансов и жестком контроле и прозрачности. То есть я требовал от всех приходов ежемесячных и ежегодных отчетов. На все эти доходы 20% мы выделяли на содержание Уфонского училища и так далее, и так далее. Вот все батюшки, которые сейчас рассуждают обо всем этом, да, из экранов телевидения, они были в первых рядах, кто был против этого категорически. Мы ежегодно за время своего существования публикуем все наши финансовые отчеты, доходы и расходы, ежегодно, публично, что не делает никто на постсоветском пространстве. Каждый житель Абхазии имеет возможность открыть нашу газету в конце года и посмотреть, сколько мы имели дохода и на что мы расходовали все эти средства. Это один момент. Второй момент я еще писал в 2004 году, и тогда нас поддержал и Сергей Васильевич Погабщий, и остальные политики, когда я сказал, что не нужны нам деньги никакие, ниоткуда. Мы вполне способны, если мы организуемся, вполне способны восстановить все наши храмы и монастыри и содержать свое духовенство. Вот. Что и делалось, например, средствами Новоафонского монастыря, был отреставрирован Гаврильский храм, был построен в Каманах небольшой храм, в Чевчевах был построен храм и так далее. И последнее. Сейчас я вернулся окончательно в Абхазию, да? И когда я вернулся, поскольку я не мог все время, насколько мне приходилось приезжать, когда я вернулся и напрямую занялся своими обязанностями, на одном из заседаний Совета мы рассмотрели вопрос о том, чтобы привести в соответствие с законодательством Абхазии трудовую деятельность всех наших сотрудников. Коих 44 человека. Вот когда мы посчитали зарплату, подоходный налог, налог от работодателя, в данном случае священной митрополии Абхазии и так далее, вышло 250 тысяч рублей в месяц. Эту сумму мы внесли на днях. И в год выходит 3 миллиона рублей, которые мы платим государству абхазскому в качестве налога. Хотя никто от меня ни эти нормы исполнять, ни предшествующие никто никогда не просил. Вот когда мне сторона отца Виссариона, да, и батюшки, которые сидят с ним, да, когда мне покажут хотя бы один отчет за прошедшие 20 лет, я готов с ними обсуждать, кто из нас в этом вопросе прав, а кто из нас в этом вопросе виноват. Теперь по поводу Новоафонского монастыря, что мы, дескать, не уходим отсюда, да, потому что имеются средства. Ну, Ирина, извините меня, я в 2007 году уехал в Грецию с целью остаться там. Вот, продолжая научную деятельность, потому что у меня появились возможности. То есть я был служащим священником, получал зарплату 1400 евро, обеспечивал свою учебу, оплату, снимал квартиру, мог ходить в архивы, изучать рукописи и так далее. И у меня не было совершенно никакого, извините, может быть, это будет желания, да, и намерения возвращаться сюда. Я вернулся сюда только по одной причине. Когда отец Виссарион привез отца Виноградова, вот, которые заменили отца Андрея, когда я увидел, находясь в Греции в онлайне, что 20 священников, вот сейчас, как мы все видели, и вы в том числе, как в данном случае по отношению ко мне, к отцу Давиду, на нас клеветали, вот точно так же они делали в отношении отца Андрея 3 года тому назад. И я понял, что я не имею морального права вот одного человека оставить, чтобы все говорили, что вот он самый плохой в Абхазии.
Вот все остальные, значит, хороши, вот он во всем виноват, он самый плохой. И я приехал вместе с отцом Давидом, и мы стали рядом с ним. И меня не интересует, прав он был, неправ был, но по-человечески поступать так нельзя. Тем более, как священник. Вот причина, из-за которой, собственно говоря, я вернулся. Какой выход? Выход из этой ситуации, Ирина, поскольку причины, я думаю, всем понятны. Да? Я постарался, по крайней мере, не на уличном, ты виноват, ты хорош, ты плохой, а вот все-таки суть. Выход из этой ситуации состоит в следующем. Есть один позитивный, есть один негатив. Да? Вот позитивный, если мы, абхазский народ, который высказался, да, уже в большинстве своем, 70 тысяч, подавляющий, если абхазское духовенство объединимся, если эту идею поддержит президент страны и так далее, да, и мы обратимся, постараемся, по крайней мере, хотя мы опоздали уже со временем, постараемся, потому что 15 сентября начнет работу подготовительная межправославная комиссия по созыву собора. Если мы хотя бы сможем озвучить, значит, на этом заседании комиссии проблему абхазской церкви и попытаемся, чтобы нам предоставили небольшую площадочку, чтобы не только грузинская сторона говорила свои аргументы и позиции, но чтобы и мы одновременно говорили эту позицию, значит, у нас есть какие-то еще шансы решить, сдвинуть, толкнуть решение абхазского церковного вопроса в течение ближайших 2 лет. Если мы этого не сделаем, а скорее всего мы этого не сделаем, учитывая вот эти реалии, о которых я вам говорил, в этом случае нам остается ждать. Вот, например, прошло 22 года, да, после войны. Значит, за 22 года у нас было десяток обращений в русскую церковь, в синод русской церкви и так далее, и так далее. Отец Виссарион нам каждый год уверяет, что, значит, вот именно в будущем году решится абхазский церковный вопрос. Вот пройдет 10 лет. Да, еще 10 лет, Ирина. Вот когда пройдет 10 лет, разве мы не вправе все спросить? Батюшка, было 20 лет, и нам говорил, что решится. Прошло еще 10 лет, да? Опять ничего не решилось. Но уже это возможно продолжать дальше. То есть вот это право остается за нашим народом. Да? Если мы готовы сегодня и понимаем это, то мы можем сегодня поставить этот вопрос. Конкретно поставить. Да? Сказать, отец Виссарион, дается тебе месяц, 3, сколько хочешь, год, поезжай в Москву, пожалуйста, что хочешь, да? Но привези нам документ и решение синода, что действительно они рукоположат в ближайшее время абхазского епископа. Если нет, обещаниями кормить нам можно еще 50 лет. Но, я еще раз повторяю, Ирина, да? Он в своем выступлении сказал, да, вот отец Дорофей говорит, сказал, это не только он говорит, да, отец Дорофей сказал, что вот были такая эйфория была, и Сергей Миронович в своем выступлении с Затулиным, дескать, вот обратимся они в Константинополь, все будет решено, ничего не решилось, эта эйфория тоже как бы спала. Да, Ирина, поверьте мне, даст Бог, будем живы, и вы, и я, и все, кто нас слушает, да, пройдет и 50 лет, пройдет и 60, и 100 лет, да, и через 100 лет, скажем, другое духовенство, более собранное и так далее, начнет решать абхазский церковный вопрос. Другого пути, кроме как на решение всеправославного, да, совещания или всеправославного собора, при прямом участии Вселенского Патриарха, при его последнем слове не получится. Поверьте мне, но если для того, чтобы люди это поняли, нужно время, я готов ждать. 27 мая вы были на позиционном сходе, но в какой-то момент, о чем вы подробно написали в интернете, в Фейсбуке, вы ушли и вы сказали очень хорошие слова. Я не позволю использовать меня как гражданина и по церковным делам, и по политическим вопросам. Есть определенное такое вторжение в наш внутренний политический диалог, который ослабляет нас, разрушает нас. Но в отношении церкви, конечно, я всегда хотела бы, чтобы церковь справлялась с главной своей духовной миссией. Это очень важно. С одной стороны, приятно, когда, скажем,
один из главных священников наших, да, церковных деятелей Абхазии, прекрасно ориентируется в политике, да, и образован в этом вопросе больше, чем многие политики, которые как бы политики, десятилетиями занимаются политиками, в то же время мало чего можно от них толкового услышать. С другой стороны, хочется определенной дистанцированности от политики именно внутренней. У нас может наступить очень критический момент. И в этот критический момент ваше слово, ваша позиция может сыграть, может иметь очень большое судьбоносное значение. Учитывая условия, в которых мы сегодня пребываем, еще долго нам готовиться к выборам. Судя по всему, лето будет у нас очень жаркое, в этом плане политическое лето, чтобы не было разнузданности зла, и чтобы был мир в нашем государстве. Короткое, но очень важное пожелание нашему народу. Я бы сказал так, учитывая, всегда человек, наверное, когда рассуждает, должен быть опыт, чтобы его слова имели силу. Потому что теоретически мы все сыты, да? Вот, извините, что я так говорю, или либо вчера почитали одну книжку, да, и сегодня мы уверены в себе, говорим, что мы все знаем, как нужно делать для нашего народа. Вот исходя из опыта, все-таки мне Господь даровал такое счастье жить последние 7 лет в той стране, в которой родилось понятие демократии. Вот. И я бы хотел, чтобы мы все четко понимали, если мы в Конституции своей прописали, что мы строим демократическое, да, правовое государство, мы не воссоздаем Абхазское царство, мы не создаем Абхазское княжество, мы не повторяем социалистическую республику Абхазию, да, мы строим новое демократическое государство, значит, мы должны помнить, что у него есть принципы, как мы это должны строить. И когда я слышу, что мы, дескать, должны учитывать всегда абхазскую традицию, да, как мы говорят, абхазскую демократию и так далее, поймите, мы не строим государство на основе родового общинного строя. Демократия означает следующее, завершаю. Демократия означает умение всегда выслушивать оппонента. Возможность дать проговориться всем. В греческом парламенте присутствуют анархисты, которые выступают против демократии. Нацисты, которые сами по себе не воспринимаются обществом. Но раз есть какая-то часть общества, реально голосующих за людей, никто им запретить этого сделать не может. То есть мы должны с вами понимать, что если моя идея и мое видение будущей Абхазии не соответствует видению другого человека, не знаю, что либо он предатель, либо я предатель, либо он очень такой плохой, а значит, я такой хороший, либо вот он бескорыстный, а я, оказывается, вот все делаю только ради денег. Да? Вот этого мы должны избежать. И последнее, демократия знает только один способ правления. Это голосование перед урнами с бумажками в руках. Спасибо. Спасибо вам большое.